Добрый день, дорогие друзья! Сегодня решил сделать такой эксперимент, как и подписчики просили. Я до этого, в принципе, также хотел сделать, но постоянно об этом писали мои мысли и решил их воплотить. В общем, сейчас пойду в пруд и отпущу камеру GoPro. Не нашел, конечно, свою селфи-палку. Ну, что поделать, взял поплавок специальный для GoPro и, в принципе, сейчас проверим, как что будет. Многие говорили, так, уже это. Многие говорили, что рыбки сдохли, что они на дне там гниют и тому подобное. Кто-то говорил, они живые. Я думаю, что они живые и просто прячутся от жары, а вечером они боятся все равно волков, собак. Они же соображают, тоже караси умные. Опа, оса летает. Сейчас проверим, кто прав, кто виноват. Так, ну-ка не прыгать на меня. Так, Ария, нельзя. Ария! Вот непослушная. Лезет к луке. Сейчас проверим. Так, давайте где-то поглубже, чтобы было. Дай сюда. Нельзя. В общем, эксперимент у меня не удался. Я бросил, у меня камера отключилась. Сейчас ее Акела. Ах ты! Сейчас Акела. Ах ты, камеру забрал. Ах ты. Акела, отдай камеру. Ну все, капец. Так. Камеру? Ты чё, блин? Ё-моё. Так. Теперь Луя схватила, блин. Луя, ко мне. Луя. Луя. Иди ко мне. Иди, нельзя. Дай сюда. Нельзя. Капздец, блин. Ну, брат, прости меня, Дима. Это мне мой родной брат дарил мне 2 года назад на день рождения. Сейчас помоем, надеемся, хоть что-то она засняла. Капец, блин. Друзья, защитное стекло только повредил Акела, видите? Надеюсь, экран не поврежден. Хорошо, что защитное стекло стояло. А здесь, в принципе, все нормально. Вроде бы. Что-то здесь... нормально все. Только стеклышко повредил. Войка, нельзя. Иди ко мне, иди сюда.
улетел. Короче, не удалось заснять рыбок, как вы видите. Сейчас на палку еще попробую какую-нибудь прикрепить. Но, увы, с поплавком не получается. Друзья, всем привет! Приехал за козьим молоком и увидел такую картину. Вот этот песик. Привет! Ты кого там давишь? Ой, жабка. Она тут уже скакала, прыгала. Что? Это вот тоже один из членов семьи, кто козье молоко продает. А что она не прыгает? Все уже. Только что... Да не бойся ты. Иди сюда. Иди сюда. Ну все. Лягушки капут. Допрыгалась. Она еще прыгала. А, вон она живая еще. Глазами шевелит. Стоп. Нет, уже не шевелит. Хотя что-то шевелит. Какая-то она прям пятнистая вся. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот вышли на прогулку с нашими валендами и гибридами. Алита, Ария, Умка и Луя. У нас плохая новость на сегодня. И вообще на все прошлые дни, просто я не говорил, думал найдется. В общем, 5 дней назад, в субботу, тайга у нас гуляла во дворе, принесла нам чайку. На Арктик парке есть видео, где тайга приходила, приносила чайку. На следующий день я звонил по соседям, созванивался. В общем, сказали, тоже пару убитых чаек было. И все, ни слуху, ни духу. Объездил всю деревню. Вот эту, с той стороны, которая находится, все базы, которые там находятся. Нигде никто ее не видел. В общем, такие дела, друзья. Сейчас пройдусь, до железки схожу, узнаю, может быть, что-то случилось.
везде ездил все эти дни. Я приболел еще сильно, вот только-только на ноги встал. Постоянно в лежачем состоянии. Сейчас уколы помогли, уколы себе колю. В общем, такие дела, друзья. Конечно, очень и очень такое состояние на душе из-за тайги, помимо болезни еще. Но что поделать, я даже не знаю, не было вообще таких случаев, чтобы выбежала и там, ну, не было Алиты вот так всю ночь, да. Тайга всегда 2-3 часа, и она на месте. Не было такого, чтобы она на сутки, на двое уходила. Я уже подумал, тут конюшня рядом, думал, может на конюшню, там на лошадь облаивать, там как-то еще что-то, ну за зверем, чтобы уйти так, она бы не стала бы, она умная. Своровали, ну не знаю, она не дается людям. В общем, во все потеряшки, везде все объявления подал. Короче, друзья, сейчас еще здесь вот пройдемся, круг сделаем и посмотрим, что вообще, может что-то, какие-то следы найдем. Сейчас как рванули на 400 метров в другую сторону. Луйка и Ария прибежали сюда. А вот Алита и Умка, что-то я их не вижу. Сошли с пути. Кого ты там ищешь? Луечка. Тут у нас заяц вот по вот этой тропе ходит. Посмотрите, как начали нюхтить. И Луя вон, вот как раз он оттуда соскакивает и бежит вот сюда и вот вдоль. И вон Ария, походу, по следу пошла. Вот она капец просто. Я говорю, я вечером ее выпускаю ночью, часов 11-12 по темну. По GPS смотрю 700-800 метров. И она ходит вдоль, заходит вот в этот лес, все шарит вокруг. Потом идет вдоль той просеки и чисто лес обхаживает. Молодец вообще. У нас вот тут новую дорогу отложили. Ты чё? Надо было и на Алиту ошейник одевать. На Арию одел. А Алита вот в той стороне с Умкой. Надеюсь, Умка от нее не отстанет. Ну тут, в принципе, теряться-то негде. Вот этот кусочек леса. Километр на километр где-то. Не, километр на метров 600-700. Так бы я сказал. Сейчас, если что, до железки дойдем. Посмотрим, что там вдоль железки. Короче, позвонил Сергею. Вот, кстати, вот вторая линия у нас пошла. Красота какая, дорогу тоже сделали. Как раз вот участок и следующий мой участок. Вот там вот пустой еще один пустует. Наверное, меня будет ждать в скором времени. Эти охотники вон, друг на друга охотятся. Интересные такие. В общем, позвонил Сергею, спросил, что Алита, Умка пришли. Он говорит, да, возле них бегает. Так я и предполагал. Они вернулись обратно до дома. А Алита не стала меня искать. Здесь у нас сейчас сидел орел. И вот, кстати, та чайка, которая тайга, наверное, задушила. Она здесь валяется. Прям такой красивый, не успел заснять. И гибриды в ту сторону убежали сразу. А я заметил, подумал сначала утка, а потом ближе подошел. Вот следы как раз. А вот это я не могу сказать, чьи это следы. Ну, похоже, как на наши. Вот это нет, не наша уже. Вот это что-то схожее, хотя она какая-то округленная. У тайги она вытянутая. Скорее всего, не наши следы эти. Если тайга 4 дня и назад задушила, то, в общем, не она это. Вот это свежие следы, посвежей.
Блин, такая красота была, так не заснял. Ой-ка, вы где там носитесь? Ария! Вон там поле как раз чаек. Я не знаю, как она их ловила. Подкрадывалась, может быть. Падаль только не ешь. Фу, нельзя. Нельзя, Луя. Луйка. Нельзя. Вот, молодец. Фу. Это волчара там что-то нюхтит, ходит. Друзья, я в шоке. Вы посмотрите, как... А, это не Умка. Это Алита. Ё-моё, я подумал, ты Умка. Тихо. Тихо, сдалека. Ой, тихо, ты мне в челюсть прям. Все, тихо. Ты где была, а? Дома? Все. Ну-ка, нельзя. Ария, что такое? Я подумал, ты Умка, ты такая маленькая. Сейчас отхватишь. Ария, нельзя. Как соскучилась. Смотрите, что Ария делает. Пытается доминировать. Сейчас отхватишь от Алиты и будешь знать. Блин, я подумал, ты Умка. Офигеть вообще. Хоть и в очках сейчас, ну куда лезешь, Алита? Где носилась? Да, Ария уже и Алиту догоняет. Луйка перегнала. Фу, блин, чем-то воняет от нее трупным. Нажралась чего-то, не пойми чего. Иди, дай поправлю, Ария. Не хотят с ней возиться. Давайте вперед. Опять подняла гадость эту. Ария бежала резко в сторону. И вот что нашла. Какую-то птичку. Офигеть, у нее нюх просто. Капец. Что это там за птичка была такая? Она уже там... Слушайте, ну она уже старая. Не знаю, что это такое. Вон глаза все выедены. Выели уже, голову всю выели. Одна это осталась. Друзья, кто знает, что за птичка, пишите. Вот это нюх. Ария, умница. Давайте ее куда-нибудь бросим. Коршуны съедят. Луйка, что тебя толпой гасят? Алита, нельзя!
Да, вперед. А то щимят ее толпой. Бедная Луя. Ну, отпор Ари сейчас дала-то, успокоилась хоть. А Алита хитрит. Хитрая лиса. Спокойно не живется вам. Энергии некуда девать. В общем, друзья, нет тайги нигде пока что. Обошел километров 7, наверное. Пока тишина. Раскопала какой-то кусок. Что там за кусок, Ария? Крота, что ли? Да ладно. Или нет?